здании Дома правительства прошло очередное заседание правительственной комиссии Северной Осетии по безопасности дорожного движения. Первый и самый главный вопрос о состоянии аварийности в республике и мерах безопасности на дорогах. По итогам прошлого года на территории республики зарегистрировано 797 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 143 и получили ранения более 1000 человек. Такие данные озвучили на заседании профильной городской комиссии. По всем показателям количество ДТП уменьшилось. Обсудили и безопасность пассажирских перевозок. Прежде всего, это предельный возраст пассажирскому транспорту. Количество новых таких машин в республике составляет всего 3%. По словам самих водителей, данная проблема не может быть решена из-за отсутствия материальных средств. Что касается медицины и катастроф, то по заявлению Селиванова были приобретены 2 машины скорой помощи. А председатель правительственной комиссии Виталий Зангионов отметил, что должна быть культура езды. Мы немножко поменяем алгоритм профилактики нарушений правил дорожного движения. И помимо того, что будет работать ГИБДД, помимо того, что будет работать система АСПДД, мы будем привлекать добровольцев, мы будем создавать структуру общественную, куда войдут представители гражданского общества, сотрудники СМИ, добровольные сотрудники ГИБДД, значит, которые будут выходить на дежурство, которые будут работать по программам «Стоп-хам» и так далее, и так далее, и так далее. Поговорили и о горских маршрутах, направление которых происходит за пределами республики. Например, Цей или Цхинвал. Упомянули и о страховых компаниях. При грубых нарушениях всего-навсего лишать лицензии на определенный срок. А причины аварий следующие: превышение скорости, выезды на встречную полосу, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Рая Дзантьева, Зараса Багаева, Тома Валиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.